Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у отца Дорофея Дбар в Новоафонском монастыре. Здравствуйте, батюшка! Добрый вечер. Я думаю, что Человеческие качества, Ада, если мы говорим о дне рождения, они с тобой рождаются. Да, ты что-то можешь совершенствовать, дополнять, усовершенствовать, но все-таки они остаются таковыми. Я благодарен тому, что я родился на этой земле, я родился в своем селе Гудзурха, я родился в своей конкретной, в конкретном роду, я родился в конкретной семье и в той культурно-исторической среде, которая дало мне все это. И поэтому христианство в моем лице, помимо общехристианских ценностей и форм ее выражения, да, оно еще имеет вот эту сторону, которая, собственно говоря, является, вот когда мы говорим апсуара, ну, извините меня, это идеал христианской жизни. абсолютно верно. Да, и вот это любовь к человеку. Поэтому же, извините меня, это все дано. И здесь нет какой-то моей заслуги, что я вот десятилетиями оттачивал, да, работал, делал все, но все-таки я благодарю. Я никогда не буду сожалеть о том, что я не родился в другом месте, не среди другого народа, не зная другой язык, и не среди другой семьи, и не среди другой культурно-исторической среды. Ну, расскажите мне немножко, как вы живете, как вы сегодня, что вы читаете. Мы на «ты»? Да, конечно. Мы на «ты». Так, батюшка, мы с тобой очень давно не виделись. Сколько? Ну, лет... Ну, 6 лет где-то уже, да, если не 6 больше. лет, да, если не больше. Поэтому мне очень интересно, как ты живешь сегодня здесь, вот сейчас, что ты делаешь, какой у тебя распорядок дня, что ты читаешь, с кем ты общаешься. Мне все очень интересно. Спасибо. Ну, начнем, наверное, с распорядка дня, да, чтобы было понятно. Я всю свою жизнь благодарен, значит, Московской духовной академии, семинарии, где учился 8 лет, из-за того, что именно в годы учебы там, поскольку это учебное заведение закрытого типа, очень жесткий распорядок, да, можно сказать, достаточно близкий к армейскому для офицеров, да, вот такого уклада жизни. Благодаря этому, как раз отвечая на ваш вопрос, я за эти годы, в том числе, что мы с вами не виделись, успел очень многое, да, то есть, будучи священником, выполняя все, что от меня требуется, богослужения, они регулярные, частые, причем очень длинные службы в монастыре, да, совершая таинство крещения, да, за это время, наверное, несколько тысяч человек, наших соотечественников, я покрестил, вот, не считая всего того, что было до этого. Благодаря вот такому ритму жизни параллельно я успеваю уже 3-й год работать в Абхазском институте гуманитарных исследований в качестве ведущего научного сотрудника отдела истории. А это означает, что я ежегодно должен, согласно плану, значит, писать соответствующие научные исследования и работы. Благодаря этому режиму жизни я успеваю преподавать в Абхазском государственном университете, соответственно, студентам, магистрантам. Далее успеваю... А какой факультет? Исторический факультет, да. Впервые в Абхазском государственном университете, не впервые, попытки были обучения древнегреческому языку студентов, историков, да. Но вот эти как-то попытки не увенчались раньше успехом. Вот сейчас нам удалось уже 2-й год. То есть древнегреческий да, вы преподаете? Да, я преподаю древнегреческий, но с таким уклоном для историков. Контекст исторический. Конечно, чтобы студенты могли, например, очень важные ключевые фрагменты источников, касающиеся истории Абхазии, это посмотреть на оригинале, да, и сверить его там, с русским или с абхазским переводом и сделать свои какие-то выводы и заключения. Вот. Ну и, соответственно, последние 4 года я еще занимаюсь скитом святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа, где я намерен, даст Бог, когда-нибудь этот проект реализуется, открыть реабилитационный центр для
наркозависимых. Вы мне так глобально сказали о своих планах, о своей там как. А вот мне интересно вот ежедневное. Что вы читаете, с кем вы общаетесь, что вам интересно, помимо того, что университет, да, помимо службы, помимо работы священника, что еще? Круг интересов очень большой. Например, вот мы сейчас с вами находимся в моей келье, она же и рабочий кабинет, да, значит, вы видите, что очень большое количество книг, да, здесь. И причем, если так быть внимательными, например, если... Но я не просмотрела тематику книг. Если быть внимательным, например, те книги, которые лежат на столе или там, или около кровати, или около кресла и так далее, на всех них и имеются закладки, да. То есть это означает, что я не просто... Параллельно читаете. Да, параллельно книги. Читаю, да. Тематика, с которой я сейчас знакомлюсь, например, может показаться для слушателей весьма странным, например, для священника. Например? Значит, Стендаля «Красное и черное», да? Или же Анри Бессона «Что такое кинематография», да? Или же, значит, «Новая волна». Анри... Да, Бергман о Бергмане, да? Или же мне очень нравятся современные, не только современные, но и философские работы. Да? Помимо всего прочего, например, значит, я читаю такие историосовские взгляды, да? Потому что не только вот копание в источниках, там вот это было, вон то было или еще что-то было. Ну, например, для того, чтобы было понятно, недавно я читал, значит, Блока, французского автора, потому что это нужно было и студентам, называется «Инструмент историка». Да? Для себя я сделал такие выписки. Вот, кстати сказать, это очень важный момент. Книгу нельзя читать просто так. Да? Это бессмысленное занятие и потеря времени. Книгу, когда ты читаешь в обязательном порядке, не ленясь, сразу нужно делать выписки всех тех фрагментов, которые входят, значит, в разные файлы, по разным направлениям твоего исследования. Я это заставляю делать студентов. И студенты потом мне говорят... Какого исследования? Допустим, художественная литература? Нет, каждый человек, например, каждый человек в своей жизни определяется с какими-то своими интересами. Да? Безусловно. Да? Ну, например, кому-то искусство, кому-то музыка, кому-то литература. Но вам все, я так понимаю. Потому что глубина твоего познания возможна от того, насколько обширно твое кругозор, знание. Да. Чтобы вы понимали, настоящий историк именно тот, который не только знает узко свою специальность, да? Например, он рассматривает какое-то событие, скажем, по Абхазии VI века. Ну, Прокопий Кисарийский там что-то сообщил о нас, да? Вот такой фрагмент, там 5-6 строк. Настоящий историк сможет полноценно понять это сообщение только в том случае, если он будет знать, что такое Византия, ее культура, что такое география того времени, а кто эти люди, а вообще каково было образование, кто это такой Прокопий Кисарийский, а почему этих народов называли так, куда они исчезли, почему их не... А что такое за язык, на котором он писал? То есть, зная вот это все... Но это историк, а священник? Священник? То же самое, например, вы берете Библию, читаете Священное Писание. Очень часто люди заходят в тупик, потому что они никак не могут соотнести то, что они читают, например, скажем, в Евангелии, с тем, что они представляют себе, как это должно происходить. Потому что они не знают исторического контекста. То есть, такой банальный пример вам приведу. В традиции абхазов пастух, когда пасет, да, мелкий рогатый скот, значит, он идет сзади всегда. В традиции, значит, восточных народов, там, где сформировалось христианство, пастух всегда идет в начале, а все остальные ему следуют. Поэтому в понимании этого контекста, когда Христос говорит в качестве притчи, да, нужно знать культурно-историческую среду, в которой это сформировалось, а не соотносить со своей культурно-исторической средой. Понимаете? Не, ну, безусловно, это вы сейчас такие говорите уже понятные абсолютно вещи. С вашего позволения, вот такую актуальную еще одну вещь скажу. Например,
Сейчас как раз у нас период Рождества и период новолетия по старому Новому году, да, Хичхама или Жирныха. Вы знаете, я вот очень часто слышу сегодня, читаю там, во многих значит, информационных изданиях, на телевидении, в том числе, кстати, на абхазском телевидении. Вот, дескать, это праздник, день сотворения мира, исключительно такой абхазский праздник, древний праздник и так далее. То есть мы транслируем какое-то своего собственное нынешнее представление о древнем празднике, да, в той форме, как это нам сегодня нравится. Хотя на самом деле исторически все это не так. Поэтому очень важно расширение кругозора человека, очень важно, а тем более расширение кругозора священника. Ведь к нему же приходят все. Ведь к нему же не приходит только крестьянин, простой человек, к нему придет и режиссер, к нему придет и актер, к нему придет и литератор, и философ, и ученый. Все, я поняла. В общем, у вас очень разносторонние интересы и круг общения, я так поняла, и та литература, которую вы читаете, она совершенно разнообразна. Вот я там мысль хотел вот тогда закончить, я забыл о ней, если ты позволишь мне. Да. Вот, например, что такое история, да, спрашиваешь человека, каждый может что угодно объяснять. Но я вот для себя выписал несколько из этих разных книг, потому что в одной книге ты не найдешь. Один автор сказал, вот тот же Блок, француз, он сказал, история занимается изучением человека во времени. Мне это очень понравилось. Потом второй сказал, что такое история? История – это хроника скандалов. Тоже поразительно. Третий сказал, что такое история? История – это акцентация на очень глобальных и очень важных и исключительных событиях во всей истории человечества. Тоже правильно. Видите, как… Ну, вы очень увлекаетесь историей, даже, можно сказать, не увлекаетесь, а вы профессионально этим занимаетесь. Я помню, что вы мне говорили давным-давно, вы, может, уже не помните, вы хотели даже поступать в Питере, по-моему, на археологический факультет. Да. То есть у вас настолько это вот ваше… Да, но я сейчас уже по факту стал тоже археологом тоже. Да. Два года тому назад мы провели первые археологические экспедиции, их организовывал я в Анухвах. Вот. И в этом году выйдет, вы же спросили о планах, вот как раз в этом году, в наступившем году, готовится издание 3 еще очередных моих книг. Одна из них как раз будет в серии «Храмы и монастыри Абхазии», 2-й выпуск, посвященный истории и археологии вот этого ранее никому известного храма, который теперь уже датируется 80-м. Вот да. Один из анухвинских. Он уже, ну вот этот самый старый, да, который… Да. Все-таки вы священник в первую очередь, правильно? Вы духовное лицо. И главное, это все замечательно, и история, там, и кино, и литература, все это прекрасно, но я так думаю, что главное все-таки для вас это ваша духовная жизнь и духовно-просветительская ваша деятельность, да. Правильно? Конечно. Вот, поэтому мне было бы очень вот интересно узнать, как вы для себя вот считаете, что ваш вклад, что вы сделали? Вы знаете, ты знаешь, Ада, я прошу прощения. Мы то на вы, то на ты, но ничего на страшного. ты, да. Ну, наверное, это все-таки прерогатива последующих поколений, да, пусть они уже оценивают, прав я был, неправ был, нужно было, не нужно было. С моей же точки зрения очень важно то, что это можно понять, когда ты сам уже реально это испытываешь, да, вот, значит, 50 лет тебе исполняется, и ты начинаешь понимать, что вот если бы сейчас начать снова, по новой все, надо делать все по-другому. Понимаете? Вот. И, соответственно, ты считаешь, что, может быть, только сейчас начинается то, что надо на самом деле делать, а не почивать на лаврах сделанного до этого. Да? Вот, ну, чего мне дальше, так сказать, особо стараться? Вот, все, слава Богу, есть.
и книги написаны, и кандидатское, и докторское, и пасторское служение. Все есть, а что дальше уже... Я думаю, что как раз-таки вот когда плюс-минус 50, только ты начинаешь масштабно как-то мыслить, смотреть и на свою жизнь, и вообще на все, что происходит в жизни и в мире. И мне кажется, молодой человек просто за отсутствием вот этого вот осознанного взгляда не в состоянии какие-то вещи воспринять. Абсолютно согласен с тобой, но есть одно «но». Да? Когда я говорю о том, что нужно молодым и так далее, всегда я имею в виду, что в тех или иных направлениях, работах, и в том числе в священническом, чтобы ты понимала, да, твой багаж никто не забирает, твой багаж ты можешь использовать, но если ты не дашь молодым возможность самим научиться, самим прийти к этому, я говорю о самим руководить. Вы предлагаете... Я считаю, что не обязательно руководить. Ну вот я тоже, я об этом сейчас говорила, просто когда в депутаты или в члены правительства идут совершенно молодые люди, да, вот и вы тут, как... Знаешь, Ада, тут вопрос палка двух концов. С одной стороны, мы знаем, например, в истории человечества, да? В истории человечества бывают исключения, которые подтверждают правила. Нет, и то, и другое подтверждают. Вы в качестве того человека, который хочет поинтересоваться моим мнением об этих вопросах. То есть у нас не диспут, да? У нас не диспут, и поэтому я задаю вопрос. Вот вы, как считаете, ты, батюшка Дорофей, никак мне не ответишь конкретно, опять уходишь в сторону. Как ты считаешь, что твоими руками, твоим трудом, твоим умом, твоими усилиями было сделано? И что мы сегодня видим, этим пользуемся, и этому радуемся. Вот. Хорошо, раз ты все-таки упорно настаиваешь на этом, отметим какие-то, скажем, более ключевые моменты. Например, я, став студентом Московской духовной академии, стал первым в истории Абхазии выпускником Московской духовной академии. Да? И первым кандидатом церковно-исторических наук в истории. Окончив аспирантуру Аристотелевского университета в Салониках и защитив докторскую диссертацию, я стал первым доктором богословия в истории Абхазии. Не в новой, не в старой, вообще в истории. А в реальной жизни? Да, в реальной жизни. И к чему я это говорю? К тому, что, став архимандритом, да, получив очередной, скажем так, церковный сан, я стал первым в истории Абхазии, по крайней мере, за последние 500 лет, когда мы других имен не знаем. К чему я это все говорю? Это не к тому, что мое имя или моя фамилия будет иметь значение. Нет, потому что это только для абхазской среды имеет значение. Для всех остальных это абхазская церковь, ее авторитет. А это очень важно на стадии формирования института церкви, то есть полноценной духовной жизни, создания полноценной духовной жизни в Абхазии. Все то, что я перечислил, какие-то, скажем, можно сказать, личные достижения, это стало напрямую иметь отношение к возрождению христианства в Абхазии. Почему? Потому что, во-первых, я стал очень много и усердно переводить различных текстов богослужебных, особенно с оригинала языка, то есть древнегреческого, на абхазский язык и делать эти тексты доступными сегодняшнему слушателю в храме. Я сейчас делаю церковный календарь православной церкви Абхазии. Правда, я этим занимаюсь уже 10 лет. Чтобы вы понимали, это будет очень важная книга, очень важная работа. То есть мне удалось собрать, систематизировать, да, святых, так или иначе имевших отношение к Абхазии, начиная с апостольских времен и до нашего времени. Добрая половина из них, о них никто не знает. Вот. А систематизация означает, что уже начинается практика совершения богослужений в честь их памяти. А это означает, что для кого-то они становятся примером в жизни, в духовной, в своей личной жизни и так далее. Мы все-таки относимся к культуре Востока, где наличествует образность выражения, да,
образная подача примера, да, такая витиеватая, я бы сказал, подход, который не характерен для славянских народов, которые сейчас нас окружают, и мы, понимая их практику, не совсем всегда понимаем. Вот я, например, помню, значит, будучи студентами академии, профессор, который преподавал нам гимнографию и литургику, да, то есть это такая дисциплина научная, которая занимается изучением богослужения православного. Он нам сказал, вот, говорит, даю вам 2 недели, напишите, пожалуйста, тропарь, то есть это такое четверостишие, скажем так, посвященное святому празднику, как вы хотите. Да? Вот это делали, говорит, древние отцы, мы пользуемся ими, их текстами, а я хочу, чтобы вы, молодые студенты, написали такие тексты. Ну и мы все, значит, принесли через 2 недели, и он вызывал каждого, а там, чтобы ты понимала, до нас училось не только из бывшего Советского Союза, иностранцев много было. И, значит, каждый начал зачитывать свое произведение. Я написал тропарь Симону Канониту. Выхожу, я говорю, вы знаете, я написал на абхазском, я его почитаю вначале на абхазском, но я сделаю синхронный перевод на русском. Когда я сделал, он говорит, во, он говорит, видите, говорит, никто из вас так не написал. Сразу видно, что человек относится к древнехристианской и восточной культуре. Потому что никто из вас так витиевато не подал. А я что сказал? Например, вместо того, чтобы, как сказали бы мои сокурсники, апостол Симон Канонит пришел в Абхазию, просветил нас и все такое, я сказал, семя христианства, посаженное им на земле абхазской, кровь, которая впитала, его кровь впитала эта земля, она это семя взрастила, семя христианства. Понимаете, вот это... То есть оборот, да. он такой восточно-абхазский, да? да? И тогда, когда так ты говоришь и поешь, для слушающего абхазца-христианина, да, или для человека, пришедшего в храм, ему это намного все становится понятнее, нежели, скажем, такая подача, скажем, в таком обычном нашем каждодневном ритме. Подстрочный перевод, да, скажем. И то же самое касается, вот недавно было выступление, я специально, кстати сказать, сделал на абхазском языке, итоги года, да, честно сказать, мне это хотелось, как вам сказать, насладиться своим собственным родным языком, прошу прощения, что я так говорю, да, насладиться. И вот когда я написал, меня поразило. Очень много представителей нашей диаспоры в Турции, да, они в друзьях, они сказали, вот этот язык я понимаю абхазский. Вот этот язык я понимаю, потому что язык – это удивительнейшая вещь, Ада, чтобы ты понимала, которая не просто какой-то другой, в отличие от русского языка, на котором мы сейчас с тобой говорим, или другого английского или французского, не просто отличие, это показатель менталитета человека. И, соответственно, когда ты начинаешь говорить так, как говорили в древности, да, ты, соответственно, начинаешь себя вести совершенно по-другому. Это поразительная вещь. И поэтому мне очень печально, когда в наше время я вижу такой, знаешь, обыденный язык, когда его неинтересно слушать. Я понял, что, оказывается, абхазский язык весьма привлекателен, если его делать таковым, и люди очень имеют желание, огромное желание на нем говорить. И поэтому наличие абхазского языка в храмовом богослужении абхазском – это главный, ключевой момент. Второй момент. Вот эти все знания, о которых я тебе говорил, и особенно опыт познания христианского мира как славянских народов, так и восточных народов, да? То есть я жил 8 лет в Греции. Это мне позволило переосмыслить многие вещи, которые я видел здесь, в Абхазии. И что получилось? Что, оказывается, традиции, обряды религиозные, которые есть у абхазов, оказывается, точно такие же обряды есть и у христиан-сирийцев, у христиан-греков, да? У христиан-византийцев, у древних армян, у грузин и так далее. Когда ты все это начинаешь сравнивать, ты начинаешь понимать и говорить людям на том понятном их языке. Для большинства все-таки очень важна подача материала, то есть не с высоты своего знания смотреть на людей, да, а имея эти знания,
делать их доступными на их уровне. И вместе с народными традициями, вместе с народным абхазским христианством практиковать. Вот тогда человек, да, будет осмыслять, будет приходить в храм, будет соблюдать это в своей жизни. Я поняла о каждом, Ты не отстаешь от меня. о каждом нюансе своего вложения ты можешь говорить очень досконально, очень подробно, с Ну, я примерами думаю, вот и так этих далее. примеров Но хватит, у нас да, тогда думаю. не хватит этого времени. Можно я тогда добавлю, вот что, на мой взгляд, Абд-Рафей, плоды твоих трудов. Наверное, это Для- как раз для нужно ми- спрашивать других, а не меня, Да, наверное. для меня, когда вы с отцом Андреем приехали сюда и начали свою подвижническую деятельность, первое, это то, о чем ты сказал, естественно, появилось абхазское богослужение на нашем родном абхазском языке. Второе, это училище духовное. То есть Да, я считаю, что два очень хороших священника, абхазца, которые у нас есть, это отец Далмат Гупия и отец Матфей Тужба. Это, конечно, заслуга того, что вы тут же, как приехали, вы стали думать об образовании, о том, что нужны священники и так далее. И сегодня вся Абхазия знает этих двух священников. Это два, три. Церковные песнопения, которые, как я знаю, это ты лично, батюшка, этим занимался. И я знаю, был женский хор, великолепный был женский хор. Был мужской хор, который тоже это сделал, был великолепный хор. И я не переставала до того, как вы прекратили, вот у вас теперь другие песнопения. Стояли люди, я не говорю о том, что абхазы заслушивались, это было на нашем языке, мы это слушали, это было все. Когда приезжие люди стояли, слушали и говорили, что это за божественный язык, что, то есть язык в сочетании с этой музыкой, это его музыка этого языка. Да, знаешь, ну, вот как раз, наверное, правильно ты так сделала. Почему? Потому что, высказывая вот эти, проговорив эти вещи, просто это правильно, когда других, наверное, спрашиваешь, так виднее многие вещи, чем я скажу, что вот я это сделал, то сделал. Но к сказанному тобою я бы хотел, раз уж, так сказать, разговор у нас об этом идет, дополнить две вещи. Да? Училище, которое было сделано здесь и функционировало 7 лет, вот, оно не только двоих священников выпустило, да? Затем из этого училища 4 учились в академиях, в Питерской, Московской, а в целом, значит, 7 человек стало священником. Просто, к сожалению, остальные за пределами Абхазии сегодня. Вот этого я не знала. Да, за пределами Абхазии сегодня находятся. Это первое. Второе, к сожалению, вот из-за того, что мы оказались как бы в гетто церковном, да, то есть мы не можем давать перспективу этим людям, ведь тех людей, которые ты напомнила, отца Матфея, отца Далмата, это мои ученики, действительно, да. Но дело в том, что мы их рукополагали с отцом Андреем в тайне, договариваясь там в Приднестровье с митрополитом, с ними я ездил 7000 километров. Но это машине. Того же стоит. Да, а какой плод, да? Да, но я говорю к тому, что вот если бы вот этих формальных вещей не было бы, вот этих препятствий, да, ведь это же училище уже... А кто тебе сказал, что будут Да, дорожки постелены? И третье по поводу песнопения. В 2005 году, ты это знаешь, но, наверное, наши слушатели не знают, но когда приехала руководительница Санкт-Петербургского хора, капеллы, и она, значит, пригласила нас на рождественский фестиваль в Санкт-Петербурге. Вот ты представь, значит, филармонический зал Санкт-Петербурга, огромное количество людей, и вдруг говорят, вот я должен выйти там и рассказать об абхазских песнопениях, об абхазской церкви и так далее. Причем узнала абхазской диаспора, там человек 10 из абхазской диаспоры пришли. Вот я выхожу, а там много маститых хоров, капелл и так далее выступают. И где-то минут 20 я рассказывал об абхазской церкви, абхазских песнопениях, потом вышел хор. Когда они спели, конечно, зал был потрясен вот этим диссонансом. То есть они привыкли к одному стилю, да, протестному пению, а тут, значит, такой абхазско-византийский стиль. И, конечно, я тогда даже, кстати сказать, в интервью по возвращении сказал,
что, наверное, не надо доказывать о том, что была абхазская церковь и так далее, что у нее свой язык. Вот, 500 человек, которые сидели, они это видели воочию. Другое дело, что, к сожалению, не всегда вот эти все начинания, которые были начаты мною здесь, не всегда они полноценно завершались, да, в силу вот всех этих сложных церковных проблем, я о них не хочу говорить, которые у нас внутри существуют. Что случилось? Почему так получилось, что вот был какой-то период, где как фонтан вот это все, ваша деятельность, она просто дала плоды, которые, ну вот сегодня это просто невероятно. Я помню даже наш разговор по поводу будущего Абхазской церкви, мы же тогда все мечтали о расцвете и государства, и церкви, и всего. Причем при трудных временах. Времена были гораздо труднее, люди жили гораздо скромнее, скажем. Все было мы с тобой ездили на УАЗике. На УАЗике. Да, и отец Далмат на канатке, да. То есть все было гораздо, не было такого комфорта. Да, но желание и идеи в нас были невероятно велики. При сложности. Да. А сегодня вроде бы все... А в чем дело? Господь вам дал очень много, трудоспособность, вот то, что вы мне рассказывали о себе, что вы умеете все распределить, все как-то вот рассчитать, многосторонним быть, одновременно несколько книг читать разнонаправленных. Но главная проблема сегодня, ваша вот эта увлеченность политикой меня иногда до боли просто, не скажу, обижает, я не знаю, возмущает. Зачем вам это нужно? Вы же гораздо шире умеете мыслить. Вы же гораздо масштабнее все это видите. И я знаю, что это так. Вы знаете, что это так. Почему вы впадаете в какую-то бытовую, вот эту политика, вот эти вот... Почему, батюшка? Вот... Скажу, да, потому что как раз видишь, как все эти начинания застопорились в силу того, что сопутствующих среды, ситуации, в том числе и политической, в разных направлениях не было. Да. Понимаешь, то есть все можно прекрасно начать. Вот сегодня я могу снова, вот даже сегодня говорят, ну, отец Дорофей, ну почему сейчас вы не открываете училище? Ну вот вы же делали все это, да, у вас база даже вся это есть. Ну почему сейчас не делают? А я говорю, а смысл какой? Ну какой? Скажу, то есть я воспитаю людей, как и вот отец Игнатий, например, открыл училище в Сухумском кафедральном соборе, Иоанн Златоуста, воспитал людей. Дальше, после окончания учебы, мы ничего не можем сделать с этими людьми. То есть не рукоположить, не сделать их священниками. Но вы же рукоположили. Это были тяжелые 90-е, начало 2000-х годов, когда вот это лихолетие и в церковной, и политической жизни на постсоветском пространстве позволяло наличию каких-то небольших щели, через которые можно было пролезть и решить вопрос. Сегодня это не так. Сегодня уже централизованная жесткая власть, централизованный жесткий контроль. И вот таких лазеек, да, уже нету, через которые можно было бы абхазские церковные вопросы решать. И поэтому, какое бы мы адоучилище ни открыли бы, сколько бы мы людей как бы ни подготовили, их жизнь стопорится на том, что когда встает вопрос, что им дальше делать, они все ушли в мир, потому что мы не смогли им дать возможности дальше быть священниками. А соответственно, у нас большинство храмов просто пустуют. Вы сказали хорошую фразу, да. Они ушли в мир. Ну пусть они хотя бы в мир уходят. Это уже будут люди, которые они смогут... с проповедью. Они ушли в мир для того, чтобы быть госслужащими, коммерсантами. Но это духовно образованный человек. Да, я это все согласна. понимаю. Но... А если надо, мы же с вами верующие люди. Если Господу надо... Промысел Божий никто не отменял. Есть же по промыслу Божьему, есть такие периоды, в которые ты хоть бейся, хоть разбейся, хоть убейся. Ты ответила на мой вопрос. Я не ответила на свой вопрос. Но каждый из нас должен заниматься все равно
стоять и кропить, и делать свое дело, а не ударяться во что-то другое. Ада, смотри, вот ты сейчас ответил в каком смысле? Вот для как меня раз... ты, батюшка, понизил свой да, уровень, да, понимаешь? да. Для меня вот Да, так. да, я понимаю, да. Но вопрос состоит... Я поэтому Да, нервничаю. я понимаю. Вопрос состоит в том, что вот ты как раз ответила, да, если это промысел Божий, значит, надо потерпеть. Так? Да, Правильно да. же? Во, Ну, и уже приближаемся. Да, и соответственно, то есть тут возникает два вопроса. Вот. Если это действительно промысел Божий, это да. Если это воля Божия. А если это искушение лукавого, это другой вопрос, да. То есть мы задаемся вопросом, почему вот в русской церкви или в грузинской нет проблем с рукоположением, да или в любой другой церкви на постсоветском пространстве, а нас, абхазцев, как народ, да, и как христианское паство, часть, да, мучают 30 лет. Я не могу сказать, что это справедливое отношение ко всем. То есть чем-то... Батюшка, опять, мы теперь Не-не-не, опять в мирскую справедливость я не мирскую, уходим. я говорю о божественной. Вопрос состоит в том, что и в этом случае я начинаю понимать, а может быть просто человеческая воля отдельных церковных лидеров, иерархов, там, кого угодно, их человеческая воля, а не божественная воля, сделала так, что сегодня мы находимся в плачевном положении, в котором мы находимся. Это раз. Второе, если ты бьешься все время... Так значит, вы ставите человеческую волю и человека Нет, я не ставлю человеческую выше волю. или Нет, на я не- уровень с божественной? Нет. Речь идет о том, что, например, вот было рождественское богослужение, сейчас, да, Рождество, и уже 30 лет так. Значит, ни в одном абхазском храме в деревне не было богослужения. Ну, кто-то из молодых, кто, мол, мог и может, и имеет автомобиль и все такое, ездит там в Афон, в Сухум, в Каман и так далее. А вот ни в одной реально, значит, функционирующей абхазской деревне, хотя там во многих из них, а может быть и в большинстве стоят храмы, ни в одной не было богослужений. Ну разве это не трагедия, да? Я по-другому подойду к этому вопросу. Можно это оправдать тем, что я- это такое испытание выпало ну, абхазцам? а есть такие храмы в тех же самых деревнях, я знаю, которые почти пустуют или куда эта же паства не ходит, но эти вопросы очень связаны. То есть превозмочь себя невозможно, но делать то, что тебе Бог положил, путь, который ты выбрал, батюшка, ты сказал про терпение. Да, да, да. Вот, оно где-то рядом со смирением. Конечно. Правильно? Да, да. Вот. Может быть, иногда просто я думаю, что наша Абхазия в ее положении, в ее ситуации, в ее непризнанности, а кто его знает, а может быть это плюс сегодня. Скажу тебе, есть и плюс. Не думал, есть... батюшка, об этом? Я думал, безусловно. Плюс заключается в одном, я это всегда говорил, что у нас руки развязаны. Да. Да? То есть, ну, кто мне позволил бы там вводить новшества в богослужение или в песнопение? В те годы, да. Да и сейчас, И не да, только в те годы. да. Да и сейчас, там, или ставить скамейки в храме, или переходить на современный русский язык. Кто мне позволил бы? Какой-нибудь очередной классический иерарх, прошу прощения, что я так говорю, которого мы будем именовать ваше высокопреосвященство или преосвященство, да? Но который будет думать, что он царь и господ на этой земле, а не простой служитель-священник, да? Конечно, он ничего не позволил бы. Это я понимаю прекрасно, да? Но с другой стороны, Ада, я понимаю другую вещь. Вот, например, в конце этого прошедшего года я болел, да? Значит, заболел ковидом, и ровно 1,5 месяца у нас не было службы. Потому что никто не может меня заменить. Ну, а в других странах и государствах годами нет этой службы. Я говорю о том, что в других странах и государствах, из-за этой болезни. где нет запроса на священника, да, я понимаю, что годами нету, но где Нет, есть, где есть запрос, Да, нет, в той сейчас же речь Италии. не идет не о том, что значит, режим, карантин, это понятно. И без карантина, я имею в виду другое. Если даже не было бы ковида, если бы не было даже ковида, я заболею или я, Но не ковид дай же бог, есть. помру,
помру. но ковид же Подожди, есть. Ада скажет, мне не дай Бог помру. Что будет дальше? Вот не дай Бог абхазское духовенство сегодня, которое по пальцам посчитать, все мы уже за 50, за 60, не дай Бог, со всеми нами что-то случится. Даже с половиной. Кто будет служить? Поэтому надо воспитывать их, батюшка. Так Я об этом и так говорю. я ж тебе Не сказал, думать, а что будет, когда их надо Ада, будет они руководить. воспитаны. Они Надо воспитаны. дальше их Да, воспитывать. они воспитаны, но они должны. Вот понимаешь, это все равно, что говорить, что у нас есть место президента, место премьер-министра или место, значит, ректора, но у нас пока человека нету, мы только занимаемся воспитанием и ждем, когда, значит, через 50 лет... Это же невозможно. Ну почему через 50 лет? Никто не знает, что будет завтра. Мы Владыка живем... Илариона, 50 Так, лет владыка жди. Иларион, неизвестно, он будет завтра или послезавтра, или Я его не просто- будет тоже. Я просто говорю, Вот. потому что это Может, 50 лет прозвучало в одной беседе, да, он как-то абхазскому духовенству, не мне, в другой части он сказал, ну, вы как бы особо, так сказать, сейчас не нужно рвение проявлять, как минимум, наверное, может, придется ждать 50 лет. Ну, Я все поэтому меняется, сказал, поэтому... да. Дай Бог, Ада, я просто да, говорю, да. мы с тобой говорим, да, чтобы не летать в облаках. Да, абсолютно конкретно. Да, не летать в облаках, чтобы, и понимать, чтобы не было беспредметным наш разговор. Я поэтому говорю о том, что, к сожалению, жизнь есть жизнь. В ней есть очень много трудностей, сложностей, перипетий. Есть то, что исходит от Господа как испытание, есть то, что исходит от человека как искушение, есть то, что исходит от конкретной реальной исторической среды. Вот, например, я очень сомневаюсь, что, например, если бы не 90-е, а вот сейчас приходилось бы создавать абхазское государство, навряд ли ее создали бы, потому что условия совершенно другие. Вот эти все нюансы. Система координат. И в этой системе координат все абсолютно события, катаклизмы, все Ада, мелочи. Я просто хочу свою точку А зрения. система координат какая? Это Христос. Да, я понял. В жизни есть очень много того, на что нельзя найти ответы. Несколько лет тому назад мне позвонили, я находился в Скиту, и сказали, что мне нужно поехать, попросили, и отпеть несчастного маленького ребенка, который просто выскочил с дома неожиданно, да, и случайно машина его сбила насмерть. При том, что я не молодой уже священник, и мне, как ты понимаешь, уже 50 лет, из этих 50 лет 30 я нахожусь в церкви, и 20 в качестве священника. Но это был тот момент, когда я не мог пойти сделать отпевание, я с трудом себя заставил пойти и совершить это отпевание, и у меня не было ответа, какого-либо ответа ни матери этого ребенка, ни близким этим, значит, его близким людям. И потом я несколько раз встречался с матерью, подавленной и убитой, и в этом отношении у меня только, я очень долго потом искал ответа, да, какого-то ответа на это. Я почитал немецкого богослова, одного из ведущих немецких богословов, оказывается, есть такое было понятие, мы просто не знаем об этом. После немецких концлагерей, в которых погибли миллионы людей, в том числе детей, возникло такое понятие, как богословие после концлагеря. То есть, когда один из мыслителей того времени, будучи в концлагере, сказал, видя все, что происходило, он говорит, Бог умер. А другой священник, тоже находясь в концлагере, он сказал, нет, Бог не умер. Этому у меня нет объяснения. Но я понимаю, что это я без Бога вынести и понять тоже не смогу. Ну вот вы ответили Вот, на этот понимаешь? вопрос. Вот о чем идет речь. Вот вы ответили на этот да. вопрос. То есть родные этого да, ребенка да. без Бога не могут Да, этого понять. Да, но Правильно? ответа, Я бы очень хотела, батюшка, чтобы суета, которая у нас в политике творится, и в которую ты включаешься очень часто, чтобы это все не имело свое отражение и в нашей духовной, церковной жизни, чтобы наконец-то человек пришел
и в Афонский монастырь, и в кафедральный собор. Это ты в одном из своих интервью сказал, что верующему человеку это все неинтересно. Безусловно. Мало того, неинтересно, оно его отвращает вообще от храма. Да, это же никто не отрицает. И Но просто поэтому- простому верующему человеку, другое просто дело, что простому верующему человеку на нем не лежит обязанность решения этого вопроса, как лежит на мне или на отце Виссарионе. Конечно. А если не мы решим, я и отец Виссарион, и любой другой, ну никто не решит. Простой верующий человек, он не может решить этот вопрос, он не знает, как это решается, он не знает ни канонов, ни правил, с кем встречаться, о чем говорить и так далее. Поэтому, когда мы говорим о политике, да, то есть это вопрос, значит, содействующего инструмента для решения ключевого вопроса. Это же не потому, что я занимаюсь или кто-то другой занимается политикой. Мне кажется, просто, понимаешь, быть оторванным от реальности, да, если быть оторванным от реальности, ну ты ничего не решишь. Ведь события, связанные со Христом, которые являются основой нашей веры, христианства, и запечатлены, зафиксированы в Евангелии, ведь их мир расценивал как бунт, как революцию, Конечно, как конечно. протест, как выступление против Римской империи, как, значит, предательство национальных, как угодно. Очень не хватает нашему человеку, молодому человеку, да, вот ты столько общаешься с молодежью, они к тебе тянутся. Ну, честно скажу, у меня иногда такое впечатление, что ты заигрываешь с молодежью. Вот для них это как-то модно, вот ты такой стильный, батюшка, современный, но нет того, что ты истинно можешь дать, вот этот вот духовный стержень. Уход куда-то идет или в политику, или в общественные организации, или Да, в неправительственные. ну, чтобы ты понимала, если я приду... Или в соцсети. Да, если я приду вот с таким представлением, о котором ты говоришь, да, в конце учебного года у меня, если один человек останется в аудитории, то слава Богу. Ради этого одного, Да, помнишь? нет, если да, одного тоже апостол Павел сказал, для всех стань всем, чтобы приобрести одного. Совершенно Да. верно. То есть для всех стань всем означает, что их шкуру почувствуй, их положение почувствуй, их социальные сети поживи, в их мире поживи, а потом, если из всего этого ты одного вытащишь, вот тогда тебе слава и честь. Батюшка, ну ты уже пожил? Да. Пожил уже? Нет, я живу. Ну, Не пожил, я так, живу. давай уже, Да. уже живешь, уже пора плоды А снимать. плоды, они видны, Ада. Но сегодня я не вижу у тебя такой Ада, ты не такой видишь, связи с людьми, смотри, как с молодыми. Смотри как, ты не видишь, потому что ты эти 6 лет не являешься моей прихожанкой. Да. Да. Поэтому у тебя оценка, которая исходит из Фейсбука, из моих каких-то выступлений в общественных организациях. В Фейсбуке меня вообще нет, Не, ну, в соцсетях меня вообще да, нет, да. оно Я мне не мешает. выключаю, да, Я не знаю, выключаю, что да. ты не выключаешь. Да. Почему? Потому что я считаю, что священник не может... Ну, ты уже ты не выключил, потому что ты говорила о Ткачеве. Ты же его в Ютубе смотришь. Я выборочно смотрю, всё кого-то правильно. выборочно. Всё правильно. Но в соцсетях меня Да, нет, и нет, в Фейсбуке всё меня тоже Да, нет. все правильно, но все-таки выборочность. Безусловно, Присутствует, интернет нам дал великую Да, вещь. да, Это то, да, что мы да. можем смотреть и слушать то, что нам близко, Да, и что... особенно, когда тебе без конца навязывают пропаганду. Почему я все время при нашем сегодняшнем разговоре избегаю, значит, духовной тематики или своих духовных достижений или еще чего-то? Это я сознательно делаю. Почему? Потому что мне кажется, что это нескромно и не подобающе священнику сидеть и рассказывать о том, какой он там, как он преуспел в духовной жизни или каких высот он достиг в духовной жизни. Это А в светской можно, да, говорить? это светская мирская жизнь. В духовное – это сакральное. А сакральное означает, что это должно быть известно Богу и тебе. Но я же не спрашиваю о тех пожертвованиях, которые ты сделал. Дело не в пожертвованиях. Как сказал Господь? Да? Господь сказал, ну если ты хочешь помолиться, закройся в своей клетке внутри и там помолись. Если ты хочешь помочь, сделай это тайно, что правая рука не знала, что делает левая, значит, получишь воздаяние. Поэтому мне кажется, что говорить священнику, тем более священнику, о каких-то плодах его духовной жизни, ну, я думаю, об этих плодах должны судить сами люди,
и прежде всего те люди, которые являются моими прихожанами. То, что как пастырь я делаю, это мой приход, да, который из года в год растет, где эти люди, вот если ты один раз придешь и увидишь разницу богослужения тогда и сейчас колоссальна. То сегодняшние мои прихожане, которые пришли 5-6 лет тому назад, ничего не зная, сегодня совершенно спокойно могут и дать ответ на любой вопрос, касающийся Евангелия и духовной жизни. И самое главное, во время богослужения они активно участвуют. То есть мы вместе читаем соответствующие молитвы, вместе поем соответствующие песнопения. Самое главное, что я сделал, это я сделал так, чтобы я не был постоянным посредником между ними и Богом. Это самое главное. Потому что если я зациклю людей на себе, вот, дескать, ой, батюшка, благослови на это, батюшка, благослови на то, а вот мне батюшка сказал, не делай это, а вот батюшка... Слушайте, это не христианская жизнь, это рабство. Христианская жизнь означает, что я должен научить тебя самостоятельно делать выбор в своей жизни. Вот мы берем время Христа, его жизнь, его учеников, все, что зафиксировано, ну, прежде всего в Священном Писании, да? Так вот, мы что там видим? Мы видим, с одной стороны, Христа и его учеников, и все то богатство духовной жизни, как бы мы сказали бы в наше время, которое давал он этим людям, с одной стороны. И с другой стороны, мы видим Христа и его окружающий мир, который его без конца обвинял в том, что он занимается политикой, что он устроил бунт, что теперь римляне имеют головную боль. Ведь это все то, что ты говоришь и обо мне. Я ни в коем случае не хочу сравнивать себя со Христом. Батюшка, тут несравнимые Нет, я не хочу себя сравнивать со Христом, но тем не менее... Христос не шел в политику, не обсуждал какие-то бунты и так далее. Он сразу говорил, я не от мира сего. Значит, Правильно же? Говорю, да, я говорил не от мира сего, он говорил не от мира сего, но и в то же время все, что он обличал, касалось не отвлеченных духовных вещей, а конкретных реальных жизней. Если ты солдат, выполняй свой солдатский долг. Если ты политик, будь честным. Если ты простой человек, значит, выполняй вот это. Это не было беседой Христа, кстати. Это ключевой момент, на который я акцентирую внимание всегда своих прихожан. Я говорю о том, что кесарю кесарева, а Богу Богова. Все понятно. Правильно? Да, то, что ты... Кесарь и кесарь, Бога означает. То, что ты должен, как человек, делать в отношении Бога, делай. А то, что ты должен делать в отношении кесаря, то есть политики и государства, ты тоже делай. А что значит государство и политика? Это значит смиренно доверять, да? Нет, какие-то... совершенно не смиренно доверять. Платить, подать нет, кесарю. нет. То есть никакой революции там не подразумевается. Нет. Ну, из-за того, что современные политики настолько нас измучили, да, ну, не только в Абхазии, но и во всем мире, да, что им никто не доверяет. Современное понятие демократии настолько оголилось, да, что никто не верит ни в какую демократию, ни в какой выбор. Но, чтобы ты понимала, соответственно, ты переносишь негативное понимание государства и политики, да, на все. У меня не негативное как раз-таки понимание государства и политики. Если ты помнишь, я начинала с того, что неизвестно по Божьему промыслу, хорошо ли это, в каком мы сегодня находимся положении, или плохо. Мы этого не знаем. Наша задача простого человека, да, у каждого на своем месте, просто честно делать свое дело на своем месте. Надо подождать, мы подождем. Надо немножко смириться. Первая ошибка начинающих режиссеров – это когда ты хочешь сказать сразу обо всем. Да. Когда и об этом, и об этом, и об этом. А когда ты обо всем, получается ни о чем. Надо о чем-то одном. И тащить это одно в процессе всего, но это одно что ты задается делаешь. В сценарии. Конечно. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Вот, отец, это мне не только ты, десяток других людей говорит, ну вот зачем тебе надо там это комментировать, того комментировать, политиков комментировать, кого-то еще комментировать и все остальное. Я это тебя понимаю, да? Но самое главное, это же все-таки служение. Нет, все самое главное. Ну, кого-то же Господь сделал священником. Нет, я сейчас скажу. Все зависит, наверное, от того, что хочешь увидеть в этой жизни.
Батюшка, теперь скажи мне, вот я, насколько знаю, вы с отцом Виссарионом прекрасно общаетесь, друг к другу в гости ходите, у вас очень такие хорошие, нормальные, здоровые отношения. Вот только прихожане почему-то по инерции Сейчас этого друг нету. на друга как-то... Сейчас этого нету. Батюшка, Прихожанов этого нету. даже в прихожан. Да, Ну, да. ну, когда мы Просто, сможем Ада, я на хочу- вас посмотреть как на Да, единую... Да, это Да. болезненный вопрос для Болезненный. всех, я это все понимаю. Ну, Ну, скажи мне, батюшка, что скоро. Да, вопрос тут в чем... Ты, если захочешь... Тут вопрос в чем состоит? Ну, отец Виссарион десяток раз сюда приходил, и мы много раз говорили и так далее. Вопрос состоит только в одном. Да? Вот ты же сама сказала, нужно терпение. Иногда бездействие намного полезнее, чем усиленные действия. Я к чему это говорю? Я не совсем согласен с этим пафосным, может быть, подачей этой идеи, но все-таки, мне кажется, иногда нужно просто терпеть. Поэтому последние 5 лет, если ты внимательно, я вообще не занимаюсь решением вопроса института Абхазской церкви, то есть там автокефалии, или поездки, или встречи, или еще чего-то. Ну, я просто понял, что какие-то вещи надо переждать. Да, не так все просто. С этой точки зрения я многие вещи пересмотрел и более глубже пересмотрел. И исходя из этого, безусловно, наши отношения с абхазским духовенством, или тем более с прихожанами, они, конечно, во многом изменились, взаимопонимание, я понимаю. И скажу больше, что мы во многих случаях стали и нас понимать. Но поскольку мы сейчас находимся в публичном пространстве, я не хочу, чтобы вот эти теплые отношения из-за того, что я скажу о ком-то из священников или о ком-то из прихожан, я поняла. что завтра они окажутся не я, они окажутся немножко в трудном положении. Мне этого не хочется. Без личностей. Да, единственное, что я могу сказать, что таковых проблем, которые у нас были ранее, у нас сегодня их нету. Пусть это не важно, мы вместе в одном храме служим, вместе не служим, это никакого значения не имеет. Но чисто на человеческом уровне эти отношения, и я благодарю Бога, что в этом отношении у нас нету вот этого запала какой-то агрессии, какой-то ненависти, запала того, что каждая сторона считает, что только они правы, и что только вот так надо поступать, или что православие только в этом. Все-таки это тоже же взросление Абхазской церкви. Отлично, я очень это рада, же взросление, что ты так... ты же понимаешь, конечно, да? Слушайте, вы все хотите, я в твоем лице говорю, да, обращаясь ко всем, вы все хотите, чтобы Абхазская церковь была идеальной, когда 400 лет нас уничтожали, мы только при этой блокаде. Ты прекрасно знаешь, когда я пытался учиться, пытался получить священный сан, через какие дебри мы проходили, да? И вот через все это пройдя, при том, что у нас нет никаких равных условий с молодыми священниками в Грузии или в России, которые, пожалуйста, пройдя, и мы все равно сегодня, слава Богу, да, мы есть, мы делаем свой долг, мы выполняем свой долг и помогаем своим людям и духовно, и материально, и налаживаются наши отношения, и вот эта агрессия тоже уходит. Это же все взросление и становление. Да? Ну, дайте, слушайте, чуть время. Все, я очень рада, Дайте она время. Давай, батюшка, на этой такой Прекрасной позитивной, ноте. прекрасной ноте завершим наше общение. Мы можем с тобой говорить до бесконечности. Я поздравляю Я тебя. публично прошу просто дать время. Все, отлично, отлично. Но Вот. в конце концов, ты вот как-то сказала, что итоги надо подводить. Ну уж извините, так сказать, за откровенность. Ты подвел, Нет, это не в этом смысле. Ну уж извините, откровенность. Но абхазское духовенство за последние 15 сделало невероятное. Просто, может быть, многие не знакомы с этим, да? Но сделали невероятное. Все вместе. Да, все вместе. Да. И поэтому, если вы говорите обо мне, уж извините, но, по крайней мере, в плане церковно-научной деятельности, но мы не отстаем ни от кого в плане своих взглядов, их совершенства, глубины понимания христианства. Если мы не впереди идем, то уж точно не отстаем. А искренность? Это, искренность? уж, так сказать, другой вопрос.